слышно. Все, спасибо большое. В общем, на каком-то этапе как бы мы пришли к выводу, все ведущие спикеры, что нам надо как бы выращивать команду спикеров, которые будут самостоятельно работать со своими структурными группами. Отвечать на вопросы, не бояться расширить географию, потому что если ты владеешь навыками ответа, как бы конференции, проведения, рандеву, консультации больших и маленьких групп, то, соответственно, как бы ты более смело смотришь в регион и уверенно себя чувствуешь. И просто от того, что ты говоришь в конференции, наговариваешь в конференции, ты более как бы лучше все получается, да? Особенно если у тебя получается так, что в регионе растет какая-то новая команда, и там человек, который еще не совсем во всем уверен, да? То есть конференция, она дает нам очень большое. Это как обучающие вебинары, когда мы ведем саму презентацию, товарный план, отвечаем на вопросы, решаем все так и другие функции. Поэтому сегодня комната Байкал, еще раз благодарю как бы руководство компании за то, что у нас есть такой инструмент. И, кстати, мы на этой неделе по нему работаем. В каком плане? Комната конференции работает 24 часа в сутки, то есть она круглосуточная. Мы ее пока используем, вот сегодня при всей такой немаленькой нагрузке, всего лишь по 1 часу в рабочие дни. Поэтому мы приняли решение, вот те планерки, которые у нас по понедельникам проходят, иногда часто так бывает, что из-за того, что она идет всего час, как бы ты не всех людей знаешь, или межструктурно идет планерка, и кто-то кого-то не знает, кто-то, может быть, стесняется, нет еще такого опыта, да. То есть мы на этой неделе дробим комнату конференции, расписываем на часы и проводим внутри структурной планерки, которая позволяет ведущему знать, кто у него в комнате находится, как бы уделить ему внимание, получить обратную связь, чтобы человек задал вопрос, как бы новый этап такой развития. Раньше мы делали такую же как бы роль в чатах, в скайпах. Теперь у нас создана система информационного канала, передачи информации руководителями компании. Мы работаем в группах, в которых оперативно, быстро передается информация. И мы видели задачу самостоятельности наших лидеров, над которой мы работали не 1 год, 1, 2, 3 года. Так получалось, что мы информировали партнеров о разных событиях, которые происходят. Как бы на местах лидеры этого не делали. Та система, которая сейчас как бы предложена, которую мы осваиваем, дает уже первые результаты, мы видим, что очень короткие сроки, очень быстро как бы руководители групп взяли на себя ответственность, и буквально за месяц-два была решена задача с помощью введения как бы этого новшества, над которым мы бились 2 года. Теперь мы в конференции стараемся использовать время, утреннее время, вечерние, выходные дни, для того, чтобы все лидеры работали в конференции, уверенно себя чувствовали. Какое-то имеет значение, в том числе для развития. Вот был упомянут рекламный час, он проходит у нас всегда в понедельник в 8 часов вечера, вот в это же время мы проводим рекламный час. Задача сначала как бы лидеру, у которого есть уже сеть покупателей, уметь получать эту информацию и распространять ее на большое количество потенциальных покупателей. Задача вторая – помогать новому владельцу бизнеса, который представлен на нашей платформе, давать свои материалы о его предложениях наилучшим образом. Для того, чтобы работать в конференции по этой технологии, надо уметь работать с микрофоном, как бы говорить, знать звук, ориентироваться, не теряться в ситуации, сказать предложения, какие есть вовремя, подать заявку, сказать о новшествах, допустим, акции, распродаже, поступлении нового материала. Надо уметь свободно, как это сказать, вести это в такой график, чтобы это занимало буквально у вас в рабочем графике 1-2 минуты, без всякого напряжения. Знаете по графику, что это мероприятие идет, входите в конференцию и даете информацию. Если вы можете проиллюстрировать как бы ваше предложение видео и аудио, мы запрашиваем пароли модераторов, которые позволяют листать слайды, делать более наглядную рекламу и прокручивать видео с вашего YouTube. Да? То есть для того, чтобы работать модератором в конференции, давать вот такую информацию, вести рекламный час, партнер осваивает, как бы, вот так как у нас все в проекте бывает, естественно, то есть мы заходим как бы в эти технологии, мы живем ими, и не то, чтобы мы специально этим занимались, как бы идут функции одна за другой, которые требуют чуть-чуть узнать больше. И
И в итоге человек все это осваивает. Задача лидера получить информацию и передать своей покупательской сети для того, чтобы они знали об этих предложениях. Для этого лидеры приходят на рекламный час, берут информацию, берут ее не со слов, потому что на словах не унесешь и не расскажешь ничего. Предварительно подается заявка, и если я, допустим, прослушала на конференции, мне показалось что-то интересное, я захожу в группы социальных сетей, сейчас у нас там как бы основной обмен информацией идет, беру ту ссылку, которая предварительно была, и буквально, опять же, за 1-2 секунды я ее распространяю, как бы рекомендую тем, кому это необходимо. Наша задача, чтобы продавец от своего лидера или от своего куратора, который его научил в рекламном часе, мог самостоятельно этим владеть, тратил минимальное количество времени, то есть чтобы он во всем объеме использовал те возможности, которые сегодня предоставляет компания. Самое дорогое и то, что, может быть, не всеми еще оценивается, это то, что в нашей свободной сети очень длительный период бесплатной рекламы. Он начался с самого начала, мы прошли форум. Если брать какие-то проекты, допустим, коммерческие, которые рекламируют частный бизнес и предоставляют ему ресурсы, веб-ресурсы, они берут буквально деньги за все, за то, что ссылка на сайт идет, какие-то закрытые вещи случаются, если ты оплатишь, что твой адрес покажут и так далее. Да? Мы проекты, которые совершенно невероятным потоком дают всю информацию для предпринимателя, он себе может представить во всей красе, да, и не всегда это ценится, а иногда это не ценится, потому что человек не может просто, использовать эти материалы для того, чтобы максимально о себе рассказать, да, как это можно. И наша задача рекламного часа, не направлена не на лидеров структур, да, а именно на продавцов, чтобы они пользовались этим, чтобы они могли, очень быстро, легко, воздушно подать, оперативно, чтобы они летали в этих технологиях и чувствовали себя хорошо. Мы тренируемся в комнате Байкал на рекламном часе, который проходит каждую неделю, и потом раз в месяц, когда происходит рынок Дом Дара, конференция по рынку, эти люди уже сами выступают и сами показывают слайды. И самый яркий пример из последнего, это, наверное, Тамара Васильевна Мосарева, цех «Кондитерские секреты», которые уже себе в сети изделия, все вы их хорошо знаете, она у нас по прошлому году победитель категории «Товар года». Она выступает в конференции, у нее подготовлены слайды, то есть она вооружена. Если происходит какое-то мероприятие, допустим, даже не в Иркутске, в Ангарске, легкое на подъем, тут же принимает участие, потому что у них все заготовлено. Это можно сказать, на сегодня один из образцов того, к чему бы мы хотели, чтобы дошли наши предприниматели, использовали те бесплатные ресурсы, возможности, которые позволяют им познать это и иметь возможность сравнить с чем-то. Получается, вопрос так был задан, если чуть дольше отвечаю, извините, пожалуйста, я не готовилась к этой теме. Какие еще мероприятия в комнате проходят? По понедельникам, как я сказала, идет рекламный час, он идет час, все готовят свои заявки, выступают, говорят, предприниматели, лидеры учатся, лидеры, имеющие покупательские сети, берут эту информацию для того, чтобы ее быстро перенести своим покупателям, для того, чтобы были покупки, был результат по товарной программе. Во вторник идет конференция, презентация проекта InMarket, его тоже структурно, каждую неделю, и, соответственно, на этой неделе, всю неделю ведет все мероприятия Ольга Николаевна Гнатюк. На прошлой неделе вела структура Наталья Борисовна Зайцева. Следующая неделя будет вести Алевтина Николаевна Шамбурская. Потом через неделю буду вести мероприятие я. Значит, среда у нас структурная планерка одной из групп. В четверг товарный маркетинг-план. Мы иногда его разбираем время от времени от и до. Иногда смотрим какие-то вещи по стратегии, иногда смотрим по рынку. Реже обсуждаем вопросы товарооборота рынка, потому что это не напрямую товарная программа, да. Но в настоящее время это одна из задач, на которую я просила слово для выступления по повышению товарооборота рынка. Мне кажется, правильно будет такая концепция. Мы, в принципе, имеем автоматизацию совсем недавно, и хорошим было бы примером, если ты достиг уровня каких-то покупок в этом месяце. Мне кажется, они еще
на сегодня такого размера, да, то есть с ростом на бюджет каждой семьи, то мы вполне можем удвоить, на 15-20% поднять. Если мы будем иметь такую задачу, достигнув в этом месяце, в следующем должна быть увеличена, либо за счет как бы объема покупок, либо за счет расширения сети магазинов новых товаров, когда невозможно не купить, либо за счет того, что расширяется резко за счет карт, Дом.Дара, дисконтных карт, число покупателей, либо расширяется география. То есть наш рынок должен чувствовать наши усилия географически и технологически, как бы ассортиментно. И это должно как бы быть правилом, что каждый месяц должен показатель быть больше, чем предыдущий. Потому что большее количество людей подключается, они применяют больше усилия, и, соответственно, как бы рынок получает больше товарооборота, больше ресурсов, больше финансирования на развитие. Это вот как бы мой призыв, к которому мы постоянно призываем. И относительно этого созданы несколько как бы вещей, которые могут быть метками такого движения. Это тема ВКонтакте, которая называется «Где можно купить карту дисконтную». Там просьба всех обозначить свой город, чтобы, если, допустим, в каком-то городе есть такая среда, которая уже отзывается на эту идею, да, единого мирового дисконта, они знали, к кому можно подойти и купить физические карты буквально. Вот захотел, поехал, сразу и купил, да. Просьба напишите свои города, мы сделаем такую географическую как бы метку. Есть платежи, которые по рынку можно использовать в любом городе, это коммунальные платежи, там тоже такая тема есть. И просьба вот эти основные темы в обсуждении ВКонтакте смотреть, потому что они позволяют формировать рынок. Формировать рынок, видеть его потребность и вот давать какие-то показатели, как мы из месяца в месяц выросли. Я думаю, что самое основное у нас сейчас категория, по которой мы можем формировать покупательские сети, это продуктовые. Тем более во многих городах есть уклон на фермерское хозяйство, да, то есть на натуральные продукты, на здоровый образ жизни. Это то, на что люди тянутся и на чем мы можем построить свои покупательские сети по единому как шаблону во всех городах. И то, за что люди с удовольствием оплатят дисконтную карту, которая стоит 100 рублей, потому что это как бы прогноз здорового образа жизни. Некоторые усилия как бы в этом направлении делаю по географии, да. Я думаю, что пройдет немного времени совсем, и как бы будет уже результат по этим усилиям. А пока говорить не буду. Если говорим дальше по сетке вещания, у нас проходит конференция в четверг, как я говорила, по товарообороту. Структурная задача, которую мы на этой неделе ставим, повышение товарооборота, как бы выявление или придачу фактуры наиболее ярким товарам, чтобы на этот товар у нас были просто вот как бы видимые скачки роста структуры, те товары, на которые приходят люди. Мы это лидерами как бы обсуждаем, такое обсуждение ведем ежедневно. И думаю, что сейчас начало года, где-то к марту мы уже сформируем, опробуем эту систему и получим первые результаты для того, чтобы показать, как работает этот инструмент. Да? Пока нет результата, как бы, не совсем есть смысл об этом говорить. Мы проводим мероприятия по подготовке встречи наших руководителей в те города, которым очень посчастливится принять, узнать новые знания от наших руководителей. Как бы, имея опыт таких встреч, предупреждаем наших партнеров, что будет очень хорошо, если мы в февраль проработаем в системе активного взаимодействия на сессиях, обучающие такие семинары у нас есть, раз в неделю проходят, или мини-семинаров, или презентационных семинаров, когда пополняются ряды участников за счет людей, которые подошли. Некоторые очень активно сразу берут материал и изучают его, кто-то, может быть, работает, и поэтому немножко в другом темпе. То есть все форматы есть, под любой формат можно подстроиться, найти себя, применить себя, подготовить себя к встрече с нашими руководителями. Это вот наши основные задачи. Из долговременных это летний слет на Байкале, мы формируем как бы бригады заезда, кто в какое время защищается своей структурой, формируем списки бронирования для того, чтобы как бы осуществить две задачи: обучение, встречу, как бы получение энергии, да, того, что мы обмениваемся большим количеством информации, опыта и наработок, и отдых в том числе, потому что у нас традиционно как бы треть наших слетовцев это дети, им нужно как бы внимание и технологии, и руководители, и организации.
я старалась, как бы сказать, меньше, мне все равно много получилось. Но я хотела бы предоставить слово выступающим нашей команды Байкал, которые